Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня посмотрим такую тему. Его планы, его цели и его чувства к вам. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на своего любимого человека, либо на того, кто вам интересен. Так и спросите, назвав его по имени. Обязательно назовите по имени. Мой милый дорогой, какие у тебя цели, какие у тебя планы и какие у тебя чувства ко мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим на вашего мужчину. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть дадут нам знать то, о чем мы желаем, и то, что от нас сейчас скрыто. Ух ты! А тут про любовь, девочки. Вот, кто смотрит мои цыпочки, тот уже, я думаю, умеет читать песок. Смотрите, во-первых, здесь пара при общей дороге, здесь чаша любви, и здесь у нас тоже союз. Замечательно, замечательно. Девчонки, что за цели? Цели — любить и быть любимым. Все очень просто. Я хочу любить, и я хочу быть любимым. Еще у него цель добиться от вас какой-то полной, не знаю, покорности, что ли. Вы какая-то немножечко своенравная, какая-то вот беспокойная, какая-то немножечко, на его взгляд, это не я, это я говорю, это его взгляд. Он считает, что вы немножечко упрямая, капризная, какая-то плаксивая даже, может быть. Вот что-то вам бы нервы подлечить, да, и немножечко вас как покладистее сделать. Вот тогда вы будете идеальная женщина для него, да, в его глазах идеальная женщина. Но мужчинка не понимает, что когда вы станете вот именно такой идеальной женщиной, как он там мечтает, представляет, ему станет невероятно скучно с вами. Ведь он вас полюбил именно за ваш пробивной какой-то характер, за вашу несгибаемость, за вашу вот это вот, знаете, горячность, да, какую-то, может быть, даже суетливость. Ему это очень нравится. Вы знаете, вы его как-то гипнотизируете. Вот вы, может, что-то стоите, готовите, либо что-то, может быть, там пишете, делаете. Он смотрит на вас и понимает, что он как кролик, да, кролик перед удавом. В хорошем смысле этого слова. Полностью поглощен вами и тем, что вы делаете. Он себя так прекрасно чувствует в эти моменты. Он даже может специально за вами вот так, знаете, подслеживать, да, чтобы вот окунуться в это ощущение. Так, что у него в планах? Планы тут грандиозные. Он какую-то поездку готовит. Поездку, причем каким-то сюрпризом. Вот хотел бы для вас эту поездку сделать, либо организовать. Правда, не понимает еще как. Но планы тут хорошие. Он уже, кстати, над этими планами работает. Здесь идет поездка. Может быть, куда-то вас повезет на Мальдивы, а может, куда-нибудь в еще более интересное место. Может быть, просто вас повезет на море, может быть, куда-нибудь на какой-то курорт. Да? То есть здесь что-то вот для двоих, но так, чтобы и вы очень порадовались. Еще у него в планах какой-то серьезный с вами разговор. Ему нужно вам в чем-то признаться, либо о чем-то рассказать. Это уже ситуация не первого дня. Возможно, вы уже в нем замечали, что он начинает что-то говорить, потом как перерывается, отвлекается на что-то другое и что-то как будто бы не договаривает. Здесь разговор, и вот он все ходит, голову ломает, как бы так с вами поговорить, чтобы настроение вам не испортить, и чтобы вы с ним не законфликтовали, да, не поссорились на ровном месте. То есть какая-то дилемма у него происходит. Еще у него в планах с какой-то женщиной вас либо помирить, либо свести, вот, да, чтобы вы там начали общаться. Но этой женщиной может быть какая-то его коллега, подруга, может быть, не знаю, мама, либо родственница. Вот почему-то женщина идет. Если мужчина уже возрастной, может быть, дочка его. Вот он бы хотел, чтобы вы с этой женщиной подружились. Понимаете, чтобы вот, как говорят, две любимые женщины, либо важные женщины в его жизни общались, причем общались как-то вот хорошо, по-дружески. Ему бы было это очень приятно.
Так, и еще, девочки, в планах, но это, скорее всего, не на вас, а на себя, любимого, у него какая-то намечается то ли гулянка, то ли корпоратив, какой-то, вот знаете, то ли пойдет с друзьями немножечко там погуляет, выпьет. Он хотел бы у вас то ли отпроситься, то ли, может быть, как-то хитро свильнуть, да, то есть чтобы ничего особо не объяснять, чтобы вы ему там не запретили, чтобы вы там не думали, не переживали, ну и он как бы свои дела там поделал, да. Вот он думает, что делать, честно признаться и попроситься, либо схитрить. Кстати, да, хочу вам сказать, что ваш мужчина достаточно хитренький. И он не обманщик, но за ним водится. Он может там исказить информацию, может умолчать. Вот когда, как ему выгодно, да, он поступает так, как ему выгодно. Вам это не нравится, если вы понимаете, о чем я говорю. Либо вас вообще может это раздражать и бесить. Да, вот именно такое поведение, которое, ну, в принципе, не свойственно, да, взрослому человеку, там, мужчине. Но он этим грешит, считает, что ничего тут такого нет, это нормально. Но он же говорит, ну я же там не хожу, не изменяю направо-налево, там, каждый день там не упиваю зюзю. А почему я? Я просто не сказал, я не обманул, я просто не все сказал, да? Либо я по-другому изложил информацию. Это нет, это не обман. Вот такой он у вас хитренький. Но, кстати, подозрительный, причем подозрительный очень. Возможно, у кого-то отыграется, что мужчина начал вести какие-то разговоры по поводу там доверия, прочей какой-то ерунды, извините, да. Просто это смешно от человека, который вот любит там выкрутиться, говорить о доверии. Вы, девчонки, удивитесь, а кто-то уже, кстати, поймал, что он ковыряется в ваших вещах, проверяет ваш телефон, вообще в ваши вещи может полезть, там что-то, знаете, в поисках кладов и каких-то приключений. То есть он этим занимается, он это делает. А почему он это делает? Потому что он сам такой, потому что он сам этим грешит. А если человек это делает сам, то он подозревает и других. Он бы хотел в идеале, чтобы вы прям полностью там перед ним отчитывались, не знаю, там выкладывали там свой телефон, там свой, не знаю, там кошелек, там все, куда там что потратила, сколько денежек в остатке осталось, да, чтобы абсолютно все ему рассказывали. Причем так вот, как на духу. Вот этого ему очень хочется, но он не знает, как это сделать. Понимает, что это вот из серии фантастики, что с вами такой номер не пройдет, вы не пойдете на это никогда, ни при каких условиях. Но вот мечты, они мечты, да, планы, они планы. И еще что он планирует? Он планирует, ну это такой вот у него, да, идея фикс, я бы даже сказала, план Барбароссы. Сделать так, чтобы вы по минимуму общались не только там с мужчинами, там, коллегами, друзьями, даже, может, родственниками, да, но и чтобы с близкими своими людьми вы тоже поменьше общались. Близкие, ну кто, сестры, там, подруги, мама, да, там, бабушка. Вот он может говорить, ну зачем это надо, чтобы другие люди лезли в наши отношения, что-то знали про нашу семью, про нашу любовь, это нехорошо. Хотя при этом, я вам серьезно говорю, он какой-то женщине все рассказывает про то, что происходит у вас. Вот. Хотелось бы, знаете, вот в идеале, да, ему вас где-то вот дома посадить, и чтобы вы, такая домашняя женщина, никуда вообще не выходили, а сидели бы там целый день, да, на него работали и ждали у окошка, когда он, например, вернется с работы, да, либо со своих там каких-то дел. Такой он у вас агрессор, я бы даже сказала, слишком патриархально настроенный мужчина. Так, девчонки, ну это как бы смешно звучит, но если дать волю, да, этому мужчине, он достаточно может прям сурово поступать. Есть за ним такие грешки. Такой, знаете, сам не знает, чего хочет, сначала делает, потом думает. Так, в чувствах. Ну, чувства здесь у вас любовь, причем любовь взаимная. У мужчины помимо любви к вам еще и очень острое желание. Вы его как женщина абсолютно устраиваете. Прям все устраивает. С вами как-то вот по-особенному ему хорошо. Может быть, у кого-то отыграется, что вы его первая женщина, а у кого-то отыграется, что мужчина действительно вот
вот физиологически, да, вот именно с вами получает то, чего никогда раньше там не получал, не испытывал. Но тут у него как бы претензия к вам идет, что ему вот как раз-таки этой самой близости как-то маловато, не хватает. Либо вы, может быть, недостаточно активны в момент волшебства, да, то есть, может быть, хотел бы больше там активности, может, каких-то фильмов осмотрелся, кто его знает. Да, хотел бы именно этого. Думает, вот чтобы мне такого, да, предпринять, либо сделать, чтобы вы были поактивнее, посмелее, может быть, да, может быть, какие-то он хотел бы с вами там игры для взрослых, да, либо как-то разнообразить вашу вот эту самую интересную жизнь. Но это тоже, знаете, больше как планом идет. Так, еще из важного, что хочу сказать. У человека на вас долгоиграющие планы. Если вы встречаетесь, общаетесь, тут однозначно человек уже, знаете, вы для себя решил, что да, это моя женщина, она мне идеально подходит, она мне по судьбе, надо брать, надо жениться. Но там какой-то, может быть, материальный какой-то вопрос немножечко не позволяет. Если вы смотрите на своего мужа, то человек хотел бы как-то укрепить ваш брак. Я не знаю, каким образом, я не могу здесь понять четко. Может быть, хотел бы с вами, там, не знаю, обвенчаться. Может быть, какие-то обеды, там, верности друг другу, клятвы дать. Не знаю, что-то вот он хотел бы больше как-нибудь гарантии, что ли, да, что вы никуда не денетесь, что вы его там не бросите, не оставите, к другому мужику от него не уйдете. Вот этого бы хотел. Так, что еще? Девочки, у которых есть ребенок. Ваш, кстати, совместный может быть с ним ребенок. Знаете, что ревнует? Ревнует. Причем он понимает, что это плохо, но ничего с собой поделать не может. Ревность есть. Есть. Девочки, даже если вы вот только встречаетесь, общаетесь, у вас есть ребенок, когда вы там говорите о своем ребенке, у вас, ну, либо о детях своих, да, у вас как-то глаза по-особенному вот начинают светиться, да, добром, любовью, а его это прям бесит, он слушать не хочет. Он не против детей, нет, он просто, знаете, вот, ну, ревнует человек. Ревнует. Он бы мечтал, чтобы вы о нем так говорили, да, с такой любовью, с такой нежностью и теплотой. Либо в глаза ему так смотрели, да, вот когда о нем там думаете, либо говорите, либо когда вы вместе. То есть человек сейчас подревновывает, причем достаточно серьезно. Вот. Надо с этим, конечно, разбираться, потому что иногда он может вести себя странно, а вы не понимаете, да, вроде как на ровном месте. Но это вот момент, когда вы что-то такое сказали. Особенно, кстати, его бесит, когда вы рассказываете о других людях, мужчинах в частности, восхищаетесь, может быть, мужчинами. Он прям, понимаете, он выгорает в этот момент изнутри, готов там рвать и метать, бежать там в разные стороны. Вот не делайте ему больно. Ну, такой вот он у вас немножечко глупыш, да. Может быть, подальше со временем он немножечко поменяется. Но в данный момент мужчина такой. Любит вас, любит. Планы серьезные, отношения серьезные. Вот с вами он счастлив, с вами да, прям вот она жизнь, вот она моя женщина. Девчонки, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.